сейчас. Ага. И ведь потом еще лучи друг друга держат. Ну, понял. Крыша сама по себе сложная, достаточно оригинальная. Еще раз покажу, что вот усиления идут, то есть все укосины, да? Дальше яндово усилена, 50 на 200, сдвоенная доска. Ну, по крепежке, как уже говорил, мы не экономим, чтобы было все надежно и крепко. Вот, все на шпильках, шпильки, пластины, причем везде шпильки, ну, уголки, ну и вот здесь. Все, больше не надо. Подъедет. Вот поэтому по-другому. А с той стороны. Как это не первая, а дальняя, правильно? Самая крайняя. Сейчас покажу. На, уборим. Не надо. Сел, нет? Сел. Все. А сейчас, Толи. Нормально? Центр, да. Да, тут еще тоже. В таком случае... Сейчас подгоняют все стропилки по шнурочке в единый уровень. Та сторона. Та сторона. А нет, все равно то. Так мы же сюда ставим. Вот, мы сюда А, ставим. эта сторона нет. Да, вот мы же... Нет, Ну и нет. там та сторона Да тоже пусть, поднимаем. мы же по центру ставим. Вон, там, да. сантиметр. Еще 1,5 сантиметра. Не поднимай, не поднимай. Давай, давай. Надо еще проверить. Надо еще. Все, сбил как Еще раз. один пробел еще. Села. Вертикально, подними на вертикально, чтобы подними. А какие?
Да ладно, это уже все. Давай. Да садил бы ее кувалдой и все. Все, все. Дядя, смотри. Ровно, да? Вообще. А тут гвоздь поставить. Я не знаю, что это. А, там гвоздь забили? Пару слов о фронтонах. Тоже выскажу. Почему мы иногда делаем фронтоны каркасного типа, например, а не из бруса? Рассказываю. Например, основная проблема это как раз вот эти места примыкания оконных проемов. Смотрите. Видите, если бы мы здесь из бруса бы поднимали, как бы здесь бы нагрузка бы шла. То есть на что бы брус дальше опирался? Между окном и уже стропильной ногой. То есть слишком маленькое опирание идет вышестоящего бруса. Здесь толком они нагрузку не держат, роли не выполняют. И более грамотно, да, более качественно в данном случае будет подход, когда будут сделаны стойки каркасные и уже в дальнейшем утеплен данный фронтон. Это более грамотно. И у нас вся доска всегда и обрешетка, и контробрешетка, и стропилка всегда идеальная, всегда чистая. Тоже можете посмотреть уже на первоначальной стадии, как это выглядит. Ну, резюмирую. Хороший подход к работе, хороший материал, достаточное количество крепежных элементов, в совокупности качественный, хороший, качественный дом. Как досочки лежат, тоже покажу аккуратненько. Даже мусор так же.